Очередная встреча главы региона с общественностью и органами местного самоуправления на этот раз проходит в Малгобеке. За эти 3 месяца Махмуд Али Калиматов выслушал чаяния многих жителей республики. Некоторые вопросы уже решены после того, как руководитель субъекта взял их на личный контроль. Так и сегодня планируется затронуть самые наболевшие. Конечно, извечная наша проблема – это вода, потому что я смотрел, у вас 2 раза выделялись деньги, но так и не построили. И потом водоотвод, должно было быть очистные сооружения. У нас какой населенный пункт не возьми, уголовные дела. Я стараюсь все контролировать. Ни один объект, который мы начали в республике, мы его не оставили неоконченным. А у вас тут, даже которые бросили, ушли, мы их достраивали. Вот дом, который бросили, глава квартиры, ветхое жилье переселили, выселили, снесли, а так не достроили. То есть явное такое, неуважение мало, явное преступление. Вот просто. Вознесен. Прекрасное место, прям. Пришлось восстанавливать там и воду для больницы, и школы там. Вице-премьер есть Фатахов. Там школа у нас более 100 лет ей, да? Да, там трещины нет. И вот подумайте сами, переселение, оползневая зона. Вопросы возникают у меня правоохранительным органам, но они, наверное, разберутся. Но это же не дело. Нельзя так делать. Деньги нам выделяют для того, чтобы улучшать жизнь жителей. Каждый школу, детский сад. В Малгобеке 13 школ, из них 2 с двусменным режимом обучения. Острой потребности в общеобразовательных учреждениях не намечается, а также открытые детские сады, один из которых построен в 2012 году. Речь идет о детсаде номер 7 «Сказка». Правда, название далеко не оправдывало реальность. Учреждение затапливало, стены потрескались, и жители обратились к Махмуду Али Калиматову с просьбой решить проблему. В 2023-м построили новый. Ситуация исправлена, но осадок остался у многих. В этом детском саду я говорю, ничего, йохтар, ничего, выкачивать до йогошт, абих. Ай, над маис, юш маис, нус маис, а дела, кирш холбеса, бусубай. Как ты можешь удать? То есть, и таких объектов, понимаете, 110-й этот год, да, там, построили. Себе коттеджи построили хорошо, рядом-то коттеджи нормальные стоят. Проверить бы их. А людям квартиру, и говорят, квартир 5 дней, сдать огвац. Денег-то один раз выделили, их не выделяют. Станок мчс. Мне нужно, чтобы хаждар, бебаш, юрт, гордый, вахи, хайдер жуаля, фуди волхугус. Хатми гидеть. У нас же недостатков нет. Каждый раз проблема. С водой почему? Потому что 2 раза выделяли деньги. 2 раза выделяли деньги на водопроложение. А ее нет. Дошло до того, что водовоз и целился. Денеты России, дехамдачунс. Я когда говорю с своими коллегами, я говорю, водовозки купили мы. Он говорит, да, а зачем? А я говорю, такая у нас ингушская забава. Забава такая у нас. Мы цап-царап махан, потихонечку, воду. А потом говорим хидац. И правильно? Потому что простой человек хищением не занимается. Это эти чиновники, начальники. 2024 Ингушетия встретила с хорошими показателями в определенных направлениях. Важной задачей для республики было реанимирование простаивающих предприятий, налаживание производства и создание новых рабочих мест, плюс налоговые поступления в бюджет. Наладили показатели по сельскому хозяйству, обновлены километры дорожного полотна. Эти вещи. Горогорск, сейчас мы дорогу там на Грозный, да,
А с Сунжи мы сейчас через Белоглинку, кто представляет там, да, напрямую мы за год там, Хаматханов здесь, сколько там километров? 27. Мы ее соединим еще с Сунжи, сквозную, через Белоглинку, на вот эту Горогорскую дорогу. Мы эти развязки делаем, и я думаю, до 27 года будут сделаны. Продумываем такие вещи, потому что Дяттах, там дорога сейчас, кто был там, она просто великолепна, там 100 лет ее не было. Тоже сделали. Там селью снесли 8 километров газопровода. Было снесено там 8 километров. Восстановили свет, водозабор. Дяттах уже многие возвращаются. И чтобы там все условия создаем. Руководитель субъекта отметил, что республика получила от федерального центра более 45 миллиардов рублей. Средства пошли на строительство десятков социальных, общеобразовательных и дошкольных учреждений. Это при том, что платежная дисциплина хромает. И все это порой вызвано недобросовестным отношением к служебным обязанностям некоторых чиновников. Мы требуем от государства, нам положено, правильно? А государство говорит, а навстречу, мне что положено, отдайте, государство говорит. Свет, вода, вот эти все вещи. Надо отдать их. Понятно? И если брать справедливо люди говорят, слушай, нормально хи отдал, я что буду за нее платить? Ну, по-хорошему, да? Или электроэнергия у нас. И я долго работал прокурором. Вот такие формы хищения, изощренные такие, ну нельзя же так. Слушайте, ах, пора отдать свой, никогда. Дай, я хожлила, да. Сколько веревка не вейся, она кончится. Махмуд Али Калиматов рассказал, для строительства Асиновского водозабора республике выделено более 8,5 миллиардов рублей. Объект будет построен до 2028 года, что лично проконтролирует глава региона. Проект есть, экспертиза есть, но мы ее будем делать до 2028 года. А люди должны жить сегодня, вчера. Ну, эти деньги дал Эндали на такой контроль, чтобы наконец-то это водовод сделали. Потому что выбили деньги. Проект экспертизия. Но мы должны людям помогать по возможности. И мэр, и другие. И мы тогда 49 миллионов заплатили, купили эти 14 водовозов. А это же не просто. На завод делаешь заказ, не просто что там какой-то с бочкой. Сделали сперва основание, машину, потом бочки заказали другого города, потом их собирали 4 месяца, под воду, конкретно под воду. Хотя бы, конечно, я должен, вот такими буквами говорю, напишите там спецгараж, вода для людей, то есть спецгараж, заявку подает муниципалитет. Человек берет заявку за день, обращается, и вода должна привезти куда нужно. Но уже сведения есть, ГЛОНАСС от тебя, GPS от тебя, миллионы ждем. Харца ухбач. Ну, слушайте, ну, это я к чему говорю? Мы хат чахватвай. Адл мачади, ер мачади, вож мачади. Регион, переживший волну терроризма в 2000-х, принявший у себя беженцев с обеих сторон, сейчас уверенно идет по пути созидания, отметил Махмуд Али Калиматов. Говоря о планах, глава Ингушетии выделил и одну из первостепенных задач, стоящих перед властями региона – обеспечение стабильного ресурсоснабжения Ингушетии. Основные средства, около 80%, сколько? Провода, трансформаторы, сколько? Больше 60. Заменить дидиш, Хамаш, говоришь. Провода оголенные, да, надо изолировать. У нас их нет. У нас немножко только, да. Поэтому дождь пошел, света нет. Даже магаз, который строили, полгорода на времянку повесили. Узнали только, когда месяца 3 назад.
3 месяца назад только. Времен, полгорода поставили, магаз. Вот это все я вижу вот уже 4 года, 5-й. Вот и команда работает, и люди хорошо работают, понимаете? Много ведь в Малгобеке можно сделать, много еще можно сделать. У нас ведь город, он же на границе, дороги сделали. Сейчас великолепная есть возможность здесь определить, чтобы люди заезжали отсюда, уходили в Грозный, останавливались. Какие-то ставили, значит, придорожные кафе. Махмуд Али Калиматов в течение всей встречи неоднократно обращал внимание на чиновничий беспредел, который отрицательно сказывается на всех сферах жизнедеятельности человека. Не оформляли людей, не оформляют. Человек разочаровался, понимаете? Самый страшный человек, хоть я и чиновник, главный, да, это чиновники. Маломальские, хакимви, все. Это страшные люди. И халду алсагви, а в основном, еще вот порядочность человек, который заработал деньги честным трудом, вот этот ворюга наворует, и на него еще смотрит вахацанях. У нас, знаете, уголовных дел возбужденных очень много. Сейчас одного осудили, говорят, да, на 6 лет. И это будет продолжаться. И судьи будут, туда же их. Туда же. Почему? Потому что ставят такое условие людей, что он не дает ему честно жить человеку. Приходится человеку занять деньги, чтобы чиновнику отнести, Жители Малгобека поделились с главой республики некоторыми проблемами в части ресурсоснабжения и касаемо условий трудоустройства и социальных объектов. Махмуд Али Калиматов, отвечая на вопросы каждого на месте, дал соответствующие поручения министрам и руководителям ведомств. Взял вопросы на личный контроль. Так, Тимирбулат Хадзиев, житель улицы Лермонтова в Малгобеке, попросил главу региона посодействовать в выделении земельного участка для создания стройбазы. А производство какое? Строительной базе 2, строительной базе 2, в мечте, завод купил, металл, ящики, самолет строительный, стройматериал. Обращался к вам? Значит, Ажал Тимирбулат, У нас есть меры поддержки, не обращался. Если обратиться, землю получится, мы ему окажем. Ажал Тимирбулат, вам могут выделить деньги, если вы делом займетесь, выделить там субсидии или что там дают, гранты. Грантовая система работает. Ну, изучите. Наха хачуан ахай хамялди. Наха цани хамялди. Вот в Минэкономике у них есть гранты. Значит, вот с этого начать можно, а потом уже, если там, может, нам наоборот хорошо, малый средний бизнес. У нас их, не помню, сколько было, 5 тысяч, сейчас сколько, 16? 16 тысяч. 16 тысяч. Мы увеличили малый и средний бизнес. Другой вопрос от жителей связан с отсутствием маршрута Малгобек-Моздок. Ранее, с их слов, такой рейс был, но по неизвестной причине его убрали. Проходящий есть, там, Батман Асанович. Межрегиональный маршрут разрешение дает Минтранс России. Скажи, ты заявку послал? Да. В течение 20 дней нам дают разрешение. Подожди. Когда мне что-то надо ездить, я с Москвы не вылезаю. Я спрашиваю тебя, ездил или нет? Поэтому есть, нет, не есть. Ну, вот возьми теперь и за своим письмом туда съезди. Это серьезный вопрос. Там дорога сейчас удобная, вежери, будете? Там как раз на Моздок, там хорошая дорога. Они о чем говорят? Понимаете? Жители высказывали свои чаяния в течение более 2 часов. Прозвучало много жалоб на представителей газовых служб, которые, прокладывая трубы, оставили после себя разрушенный асфальт. Так случилось и в микрорайоне Бековичи, из-за чего туда не могут добираться скорая помощь и водовоз. От жителей прозвучала просьба расширить Малгобекскую ЦРБ, так как не хватает коек-мест для больных. Далее прозвучали десятки вопросов, связанные с трудоустройством, со строительством фельдшерско-акушерских пунктов и многие другие.
Их глава Ингушетии взял на личный контроль. Руководитель субъекта напомнил и о предстоящих выборах в президенты России, о том, как важно проявить свою гражданскую позицию. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Али Зязиков, Магаз 24.